Весна обычно ассоциируется с солнцем, теплом и обновлением. Но только не в Якутии. Здесь весна– это сезон непролазной грязи, бездорожья и тотального бессилия. Такое ощущение, что у нас вместе со снегом заодно тает и весь асфальт. Все, что хоть как-то напоминает нам о нормальном передвижении, уходит вместе с зимой. Весна 2025 года. Улицы Халтурина, Ленское, Сергеляхское шоссе, Ларионова. Дорожная карта Якутска выглядит так, как будто по ней прошла бомбежка. Ямы на ямах, колеи глубиной по щиколотку, а местами и по ось. Городские власти бодро рапортуют, в этом году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» будет отремонтировано 15 километров дорог. Инфраструктура для жизни? Вы серьезно? А можно для начала просто дорогу, по которой можно доехать без того, чтобы сойти с ума или врезаться в столб? Все, что не закатано в асфальт, разбито. Все, что отремонтировали в прошлом году, исчезло этой весной. Такси ломаются, доставка опаздывает, жители сел жалуются. У нас дорога исчезает сразу после снега. Сначала тает лед, потом асфальт. А теперь снова отчеты. В 2025 году власти Якутии обещают 120 километров дорог и 5 мостов в планах ремонта. На это выделены миллиарды рублей. Но каждый житель спрашивает одно и то же. Где эти дороги? Почему их нет у нас под окнами? Почему все годами разбито, а миллиарды будто сквозь землю? В 2024 году обещали. В 2023 году обещали. В 2022 году обещали. А ямы остались. Они и есть наша постоянная инфраструктура для жизни. Каждую весну власти Якутии вводят ограничения на трассах Вилюй и Колыма. С 1 мая снова запреты для грузовиков по всей республике. Причина– трассы не выдерживают. Чиновники разводят руками. Дороги, мол, временные, не рассчитаны на большегрузы. Только вот построили эти временные дороги 30 лет назад. 30 лет назад. Зимники сезонные дороги по льду и снегу в этом году закрыли раньше обычного. Объяснение все то же. Зима была теплая. Вот такая она. Злополучная зима то теплая, то холодная, то снежная, то ранняя. Ну никак она не может угодить нашим чиновникам. А тем временем срывается северный завоз. Люди в арктических районах без продуктов, без стройматериалов, без ГСМ. Каждый год одно и то же. Никто уже не удивляется. Вот еще пример. Трасса между Уолбой и Чурапчой. Как в прошлом году, как 2 года назад, как 10 лет назад. Она снова превратилась в ловушку для водителей. Машины тонут в грязи, грузовики стоят в километровых пробках. Легковые буксуют, мнутся, въезжают друг в друга. По обочинам люди, которые голыми руками вытаскивают машины из трясины. Это не исключение. Это правило. Та же картина на Вилюе, Амге, Колыме. Выезжаешь за пределы города и сразу попадаешь в дорожный ад, который местные пропагандисты робко называют распутицей. Но это не распутица, господа. Это совок в ваших головах. Равнодушный, ленивый и бездарный. А теперь давайте сравним. На Аляске почти такие же морозы, как у нас, та же вечная мерзлота. Но дороги стоят по 15 лет. В Канаде асфальт с дренажом, многослойной подсыпкой. В Финляндии до самых северных деревень идут ровные трассы. Климат там не мягче, а дороги есть. Почему? Потому что они строят по уму. С подсыпкой, с дренажом, с геотекстилем. Да, это дорого. Но не дороже, чем ремонтировать одно и то же каждый год. Почему у нас не так? Потому что в нормальных странах власть уважает людей. Потому что если ты ничего не делаешь, тебя не переизберут. Так работает демократия. Да и люди там граждане, а не просто терпеливое население. Весной в республике аварии– это привычное дело. Ямы, колеи, обледенелые участки, обманчивая слякоть– все это буквально сбрасывает машины с дороги. Здесь ты не едешь, а пытаешься выжить, чтобы потом ремонтировать убитую подвеску и разваливающиеся шаровые, пробитые колеса и оторванный бампер. Каждую неделю в республике фиксируются десятки дорожно-транспортных происшествий. В официальных сводках причина, как правило, одна– не справился с управлением.
Никто и никогда в жизни не признает и не напишет в сводке, что водитель не справился с управлением, потому что банально нет нормальной дороги. Потому что в этом случае виноваты будут власти республики, которые будут вынуждены выплачивать огромные денежные средства пострадавшим в ДТП. Оно им надо? А сколько стоит починить авто после полугода езды по нашим дорогам? Лобовые стекла. Например, нескончаемый источник обогащения для автопродавцов. По закону трещины на лобовом стекле недопустимы. Но как их избежать, если ты не успел и пары километров проехать? Как из-под колес впереди идущей машины в тебя летят камни и гравий? Так что хочешь не хочешь, а многим приходится раскошеливаться на 30 тысяч ремонта. Починка подвески обойдется в сумму от 70 до 150 тысяч рублей. Вот только где их взять человеку с зарплатой в 35-50 тысяч рублей? В начале 2025 года республиканские чиновники радостно отчитались. В республике планируется отремонтировать 120 километров дорог и 5 мостов. На это выделено 14 миллиардов рублей по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Но мы это уже слышали. В 2024 году работал тот же нацпроект «А ямы остались». И в 2023, и в 2022. Так что, когда вы, уважаемые зрители, видите в Якутске, Нерюнгри, Ленском или Мирном огромную лужу посреди дороги, знайте, что эта лужа не просто какая-то там дорожная проблема. Это зеркало, в котором видно, кто и сколько украл у народа. На 2025 год за развитие дорожной инфраструктуры в Республике Саха отвечают следующие лица. Глава Республики Саха Айсен Сергеевич Николаев. Первый заместитель председателя правительства Республики Саха Дмитрий Дмитриевич Садовников. Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха Владимир Михайлович Сивцев. Генеральный директор АО «Ягуддарстрой» Александр Александрович Егоров, который является братом главы республики.